Витаю вас, друзья. Шалом алейхум. Мир вашему дому. Сегодня 20 августа 2025 года, 18 часов по Берлину, 19 по городу Джохару. Друзья, вас всех приветствую. Так, наш стрим идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, друзья. Что еще? Что я еще забыл сказать? Сегодняшний свой стрим я назвал «Россия распадается, ФСБ спасается». Затем «Газа из Кавказа». И третья тема «ФСБ взрывает Бостон». Давайте об этом и многом другом поговорим. Украина, витаю. Аслан, унылое настроение. Витаю вас, Светлана. Нет, настроение унылое, немножко уставшее настроение. Но ничего, по ходу стрима заряжусь. Шамиль, алейксалам, все будет Ичкерия. Дай Бог, дай Бог. Дай Мула. Все будет хорошо. Обязательно, конечно, Светлана. Обязательно. Все будет отлично. Все будет супер. Так, хотел бы начать свой сегодняшний стрим с новости из Бундестага. Deutsche Welle на русском. В Бундестаге допустили отправку в Украину немецких военных в случае долгосрочного режима прекращения огня для обеспечения мира. Такую точку зрения председатель комитета Бундестага по обороне Томас Рёвекамп высказал в интервью медиакомпании ВДР, вышедшем 20 августа. По словам политика, у европейцев и украинцев был отрицательный опыт взаимодействия с российской стороной, поэтому необходимо эффективное военное сдерживание. А это означает, что немецкие солдаты после заключения мира с Россией позаботятся здесь, в Украине, то есть о том, чтобы мир был долгосрочным, пояснил собеседник ВДР. В качестве примера поддержки ВСУ со стороны Бундесвера Рёвекамп назвал помощь в логистике, обучение украинских военнослужащих и противовоздушную оборону. В Бундесвере существует целый спектр военных возможностей, которые могут обеспечить длинный мир в Украине, заверил Рёвекамп. В конечном итоге никто не хочет войны, заявил немецкий политик, отметив при этом, что самым безопасным способом предотвратить военное столкновение было бы сдерживание российской армии присутствием большого количества войск. Шалом, Иркин, шалом, дорогой. И я вам хотел бы дать послушать президента Франции Эммануэля Макрона. По-моему, Макрон начал смотреть канал Reality. И давайте, я буду чуть потише сделаю звук, я буду переводить то, что он говорит, читать субтитры, точнее. Президент Путин редко сдерживал свои обещания, говорит Макрон. Он постоянно был дестабилизирующей силой, и он стремится пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть. Свою власть, сейчас я потише сделаю чуть-чуть.
Глубокое спокойствие России унаследовано от советской власти. Aussi durablement, faisant autant de sacrifices dans cette logique, il est très dur de revenir en arrière. Et donc je pense que la Я думаю, что Россия стала прочной. Внимание. Est devenue durablement une puissance de Дестабилизирующей силой, потенциальной угрозой для многих из-за нас. Et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. Из-за нас. И что? Et que le niveau Уровень инвестиций, сделанных в последние годы, неприемлем. От 100 до 0 за одну ночь, и, следовательно, страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в таком снаряжении, которое мобилизует армию из более чем 1 миллиона 300 тысяч человек. Сегодня не вернется к состоянию мира и открытой демократической системы. В будущем давайте не будем наивными, поэтому включим его для собственного выживания. У наших ворот стоит людоед, и я не говорю, что завтра нападут на Францию. Но в конечном итоге это угроза для европейцев. Не будьте наивными, я говорю это с огромным уважением к русскому народу. То есть людоед у ворот, и виноваты в этом они сами. Знаете, в 1938 году было заключено Мюнхенское соглашение. Это Мюнхенское соглашение было заключено между Великобританией, Германией, Францией. Договор был о том, что они отдают, то есть не вмешиваются в оккупацию, аннексию Германии, Чехословакии. И все они согласились. Это было в 1938 году. В 1939 году началась Вторая мировая война. Пытаясь умиротворить Гитлера, фактически скормили людоеду Чехословакию. То же самое произошло в отношении Чеченской республики Ичкерия, европейского демократического государства с избранным демократическим путем волеизъявления чеченского народа, честным. На всем постсоветском пространстве не было более честных выборов на тот период, проведенных выборов, избрания президента Джохара Дудаева и парламента Чеченской республики Ичкерия. И Мюнхенский сговор 2.0 произошел в отношении чеченского народа, когда великие страны заявили, США, Великобритания, Германия, Франция, официально заявили, Чечня — это внутреннее дело России.
То есть убивайте их, уничтожайте их. Малой кровью, конечно, но постарайтесь это сделать быстро и безболезненно. Вот что произошло. Одним из самых большим сторонником в Европейском Союзе войны против Чеченской Республики был Гельмут Коль. Немецкий канцлер того времени. Далее Соединенные Штаты Америки, Билл Клинтон сказали, что Чечня внутреннее дело России. И Билл Клинтон сравнил Бориса Ельцина в действиях в Чечне с Авраамом Линкольном во время гражданской войны в США, подчеркнув, что сохранение территориальной целостности государства – это внутреннее дело. Он сказал, примерный перевод: «Я не думаю, что кто-то в мире сомневается в праве России защищать свою территориальную целостность». Это было воспринято как ясный сигнал, что США не будут вмешиваться в русско-чеченский конфликт и не будут вводить санкции или другие меры против России из-за действия в Чечне. У меня возникает вопрос: если Чечня внутреннее дело Российской Федерации, которая появилась позже Чеченской Республики Ичкерия на политической карте мира, ведь после распада СССР все, кто соблюл все правила и организовал свою государственность, также являются частью Российской Федерации, если является Чеченская Республика. Также Украина является частью, также Казахстан является, страны Балтии даже являются, которые на самом деле не были Западом признаны, но находились в оккупации 50 лет. Не были признаны частью СССР, страны Балтии, но 50 лет они считались оккупированными. Получается, Макрон прав. Это они взрастили этого людоеда, накормив чеченской кровью, чеченскими жизнями. Сейчас все возмущаются, все удивляются. У нас людоед у порога, у нас там атомная бомба могут на нас бросить. Так над нами совершен геноцид, друзья. Это, причем вы все, не чеченцы, причастны к этому. И Макрон прямо говорит, и не только сейчас Макрон, это первый президент, который об этом прямо сказал сейчас. И все равно, кроме Украины, никто не признает Чеченскую Республику Ичкерия. Знаете почему? Потому что тогда нужно нести ответственность за это. Нужно иметь смелость признать это, как это сделала Верховная Рада Украины. Да, запоздало это было. Да, мы пережили геноцид. Но сделала она это. А многие не делают. Понимаете? И сейчас идет какая-то игра. Снова какая-то игра. Здесь важно еще напомнить очень интересную позицию Великобритании, которая всегда остается как бы в стороне. Позиция Великобритании, Германии и Франции. Хотя позиция США была наиболее влиятельной, другие западные страны не менее влиятельные. Ну, может, чуть менее влиятельные. Великобритания, Германия, Франция также выражали схожую позицию, но менее явно. Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор в 1994-1995 годах выражал озабоченность гуманитарной ситуации в Чечне,
но подчеркивал, что это внутренний конфликт России. На встречах в рамках G7 и ОБСЕ, куда так великодушно была принята людоедская, фашистская, имперская Россия в 1995 году, Великобритания поддерживала резолюции, призывающие к мирному урегулированию, но не оспаривала статус Чечении как части России. То есть убивайте их, но это делайте в рамках закона. Делайте это не так болезненно. Умерщвляйте их нежно. Пожалуйста. Как я уже сказал, канцлер Германии Гельмут Коль в своих заявлениях в 1995 году, например, во время визита Ельцина в Германию, акцентировал внимание на экономическом сотрудничестве с Россией и избегал прямого осуждения действий в Чечне, считая это внутренним вопросом. Президент Франции Жак Ширак с мая 1995 года и его предшественник Франсуа Миттеран выражал обеспокоенность по поводу насилия в Чечне, но Франция, как и другие страны, не признавала Чеченскую республику Ичкерия суверенным государством и не вмешивалась в конфликт. Но такая вот ситуация. Единственная страна, которая нас тогда признала, это была Грузия, чей президент был изгнан из своей страны, преследовался КГБ за дружбу с Джохаром Дудаевым, за независимость, за вольность, за вольнодумство. И в конце концов был убит. В конце концов погиб. 12 марта 1992 года Чеченская республика приняла свою конституцию. 13 марта на следующий день, признав ее полностью сформировавшимся государством, Зviad Gamsahurdia признал Чеченскую республику Ичкерия. Но нам все говорят, она непризнанная, Чеченская республика непризнанная. Большего цинизма и лицемерия просто нельзя представить. Во-первых, если государство должно быть кем-то признанным, чтобы оно стало независимым, то само логике противоречит. Вот этот принцип. Если вы независимы, то вам достаточно иметь свое правительство человеческое, способное коммуницировать с миром, свой народ и свою территорию. Все три признака имелись. Демократическое государство, европейское государство имелось. И если это зависит от того, чтобы вас кто-то признал, то тогда какая это независимость? Какая это независимость этого народа, если ему нужно признание от кого-то, чтобы его начали считать независимым? А всегда подчеркивали, Чеченская республика не признана. Так Грузия признала, страна ООН. А это не считается. Знаете, почему не считается? Потому что после Второй мировой войны страны-победительницы, хотя я не знаю, почему Советский Союз оказался среди числа стран-победительниц, которые сами развязали эту войну вместе с Гитлером. Сталин и Гитлер развязали Вторую мировую войну. Сейчас вот как Путин развязывает войну, например, с кем? С китайским руководителем. Потом они между собой ругаются и начинают воевать. И устраивают атомную войну. И вот эти страны-победительницы, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, это Китай, СССР, Российской Федерации, там нету. В уставе ООН нету такой возможности вписать или вступить в постоянные члены Совета Безопасности ООН. Членов Совета Безопасности их 15. Каждые 2 года 10 членов меняются. Ну там периодически они там
Не за раз все 10, а потихонечку. Каждые 2 года одни уходят, другие входят. И только 5 постоянных членов — Китай, СССР, Великобритания, США и Франция. Вот эти страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. И если эти 5 стран вас не признают, вас называют непризнанным. Непризнанными. Понимаете? Да, там должно быть голосование проводиться. Все страны должны проголосовать. Но если эти 5 стран накладывают вето и говорят, мы отказываемся, все остальные 200 стран, 197 стран могут голосовать, могут не голосовать. Понимаете? Такая ловушка для народов. Для малочисленных народов, для народов, которые находятся, например, под оккупацией у Китая, там, я не знаю, других стран, в том числе самой большой империи на земле, фашистской России. Нет у вас права, пока Россия вам не даст это добро. Понимаете? А Советский Союз перестал существовать. И все равно России разрешается. Так давайте тогда признаем, что ГДР, Германская Демократическая Республика, тоже часть России. Почему нет? Если после окончания Второй мировой войны половина Германии отошло под контроль СССР. И они ее хотят забрать. Это абсолютно точно. Когда я говорил о том, что будут нападения на Украину, мне украинцы говорили, да не, это невозможно. Сейчас усиленными темпами вооружаются. А я 10 лет это уже твержу. Они это не скрывают, русские, они прямо это говорят. Сейчас проходит саммит там Аляска, Путин, Ельцин, Трамп. И такой какой-то спектакль, что вот сейчас Путин приостановит боевые действия, там еще что-то произойдет. А знаете, русские не верят, Трампу не верят, вот этому саммиту не верят. И самое интересное, я думаю, что и Трамп знает, что они ему не верят. И идет просто выторговывание каких-то преференций у России. Россия скидывает какие-то балласты. Да, Армению скинула, Азербайджан скинула. И то мы же не знаем, что там произошло. Можно Пашиняна свергнуть новой революцией. Алиев потомственный КГБшник. Тоже, может, ничего. Вернется в родную гавань, как говорится. Он же сколько, 22 года находится у власти. Ирану не помогли. Но это было очень важно США. И ядерная программа Ирана Россию не особо волнует. Что еще? Да много какие балласты Россия скидывает. Ей важно вцепиться зубами в Украину. И она не будет ее отпускать. Как она не отпускала нас. Хотя за нас так даже не бились. Нам столько и не помогали. Нам вообще никто не помогал. Все помогали России. Народы поддерживали. Кто-то там на митинг выходил, кто-то там денег собирал, кто-то там гневные статьи писал. Да, это было низкий поклон и вечная благодарность этим людям. Вечная. Ничего не омрачит. Ни их позиция, их правительств. Ничего. Даже если они поменяли свою позицию, даже это я лично прощаю. Потому что эти люди сохранили свою честь тогда и боролись за нас. В итоге над нами совершили геноцид, и сейчас вот снова заигрывание идет. Да, может быть, скорее всего, Чукотка, Якутия перейдут под контроль Соединенных Штатов. Такое арктическое кольцо может образоваться. Дальний Восток, Сибирь часть также перейдут Японии, Китаю и Соединенным Штатам.
Ну а воюют, гибнут сейчас ведь украинцы, а им что? Они же сдали ядерный арсенал свой. Да, их обманули, их руководство виновато. Даже не американцы, не англичане виноваты. Президент Украины виноват, который это подписал. И вот идет вот это передел, знаете, когда Путин понимает, они знают. Давайте вот предадимся просто логике. Просто предадимся логике. Сейчас будет перемирие. Сейчас мы идем к перемирию. Там Трамп говорит, он для меня это сделает. Нет, он сделает перемирие. Он добьется этого. Окей? Добьется он этого. А в итоге, что думает по поводу красной дорожки, легитимизации террориста, убийцы Путина, простой русский солдат, российский солдат, сидящий в окопе? У него появляется надежда. Ведь все эти 3,5 года украинская пропаганда давала надежду этим солдатам, возвращая вагнеровцев пленных в лице Евгения Нужина. Понимаете? Помните такого? Которого украинский, русского происхождения, кстати говоря, журналист Бутусов раскрутил, сделал звездой, а потом вернул его русским. И те кувалдой разбили ему голову на камеру. Помните? И никто не говорит, что русские ужасные террористы. Макрон, правда, начал говорить, что людоеды. Но тогда, военное преступление. А затем был Киргиз Бусиханов. Все, пропал человек, больше нету его. Киргиз Бусиханов добровольно сдался украинцам, его раскрутили. А человек, который именует себя там представителем чеченской власти, которого Украина не арестовывает, не задерживает, не выдворяет, впускает, охрану ему предоставляет. Платную, конечно. Да, все там платно в Украине, ведь мы это тоже знаем. В Украине же на фронте люди честные, искренние, а в тылу вся та же коррупция, продажность. Это же все, мы же видим это. Хоть просто не говорим, чтобы врага не радовать. Но что есть, то есть. Киргизу Бусиханову передали. И он в штурмах участвует против украинцев. А почему чеченцы не приехали? Почему украинцы? Вот вам вопрос такой. Почему за 3,5 года, даже вот за 11 лет, первый Иса Мунаев туда приехал? Его каким-то странным образом убили. Непонятно, как погиб, что случилось. Какая-то такая, туманом такая, покрытая смерть. И все, и больше никаких демократов у вас чеченских там нет, бойцов. Демократы, вот я обратил внимание, Россия убивает чеченских демократов. Всегда. Всегда она убивает. Да, она убивает настоящих своих врагов, будь то они радикальные исламисты и так далее. Но демократы это цель номер один для России. Почему за все это время Аят Эдигов не приглашен, Алла Дудаева не приглашена? Почему? Вот настоящая власть. Вы же спецслужбы, ГУР, СБУ, вы же все меня смотрите. Вы же мой канал знаете наизусть. Вы же мой канал заносили. Я, который боролся за ваши права, заступался за вас. Еще когда даже русские на вас не напали, уже кричал о том, что на вас будут нападать. Меня вы причислили к врагам и внесли в черный бан. И благодаря Браудли, вот этому, закон Магнитского, который протолкнул, принят был Сенатом, благодаря тому, что его начали давить, и потом начало ФБР разбираться, просто вытащили из серого бана мой канал. А дело было так, что Россия передавала СБУ списки, какие каналы представляют угрозу. СБУ передавала ФБР, ФБР заносила в бан, серый бан.
Понимаете? Вот какая вот ситуация. А как так победить тогда украинцы, если такая вот вещь идет? Вы просто послушайте, просто чтобы понимать, насколько ложь и лицемерие 45-го, там, 99-го уровня бывает. Послушайте, как люди, которые уничтожали Чеченскую Республику, у вас там говорят про Чеченскую Республику, про свободу там и третье, десятое. И вы им даете программу. Сидит начальник СБУ и рассказывает, что Гордон это супер, короче, наш человек. Да мы знаем, что это ваш КГБшник. Только дело в том, что ваш Гордон, на канал Гордона приглашают Руслана Кутаева, который занимал позицию против начала Второй русско-чеченской войны. Понимаете? Вот какая вот ситуация. И с этим как-то нужно решать. И причем Руслана Кутаева представляют ближайшим соратником Джохара Дудаева. А у меня на канале 2 раза в неделю в прямом эфире выступает Аят Эдигов, ближайший соратник Дудаева, который вместе с его с вдовой Джохара Дудаева входят в один президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Почему Руслан Кутаев не входит с Аллой Дудаевой, вдовой Джохара Дудаева? Гордон не задавал этот вопрос себе? Или начальник, глава СБУ Малюк не задавал этот вопрос себе? Почему Алла Дудаева является коллегой Аяда Идигова, а не Руслана Кутаева? Если Руслан Кутаев является прямым... Это же ложь. А это ложь далеко идущая. Она закладывает мину сегодня. Потом, когда нас всех убьют, дискредитируют, еще что-то, если у них получится. А потом будут рассказывать, что Руслан Кутаев это ближайший сторонник. Вон, смотрите, на канале Гордона это писалось. Молодые чеченцы, молодые чеченки, которые это будут смотреть, читать под описанием. Зайдите на канал и прочитайте в описании под видео. И вы увидите, что это соратник Дудаева, оказывается. А Аяд Эдигов, который стоял у истоков нашего государства вместе с Джохаром Дудаевым и другими лучшими из лучших сынов и дочерей Чеченской Республики, чеченского народа, почему-то не знает об этом. Как так возможно? Вы хотите победить украинцев? Так почему вы не спрашиваете тех, кто это сделал? Это сделал Аяд Эдигов, это сделала наша власть чеченская. Мы один раз победили при полном одиночестве. Весь чеченский народ был. Да, у нас были союзники здесь, на Западе. И в Америке были, и сейчас есть. Просто их голоса не самые главные. Почему их не пригласить? Почему с ними не поговорить? Не брать у них интервью? Они денег не платят. Так у них нет денег. Им ФСБ не выдает деньги, чтобы покупать украинских пропагандистов. Понимаете? Вот такая вот ситуация. Вот такая вот ситуация. Россия будет потихонечку отстегивать все, и мертвой хваткой, вцепившись в Украину, она будет отдавать все. И эта ситуация мне напоминает ситуацию с Чеченской Республикой. Ичкерия. Понимаете? Выгодно было торговать нефтью, газом, разоружать там атомное, биологическое, бактериологическое. Так если разоружали в 95-м, 96-х годах, Югославию себе там дербанили, прибирали, еще там что-то делали. Так если вы тогда разоружали Россию ядерную, почему сейчас мы боимся ядерного оружия России? Почему? Мы за это кровью, жизнями заплатили. За Зангезурский коридор сейчас украинские жизни платятся. А как? Почему Армения и Азербайджан резко стали такими антирусскими? Что изменилось? Что изменилось? Даже Алиев не поменялся. Ладно, Пашинян новый человек. Надеюсь, честный и демократических взглядов. Но Пашинян, но Алиев-то какой был, такой есть. Тот же Алиев, который мило на моем канале может посмотреть. Чисто, ну я не знаю, с такой любовью обнимается, здоровается с Путиным, что мне трудно поверить, что в один день вот так взяли, все изменилось. Так не бывает. Так не бывает. Вот такая вот интересная ситуация, друзья. Это мы все должны понимать.
Мы должны видеть. Сейчас, когда происходит забалтывание, мы думаем, вот там будет перемирие. Ну, будет перемирие, не будет. Об этом мы уже 100 раз слышали сейчас. Вот перемирие, вот сейчас немецкие войска вводятся, и французские, и английские вводятся. Есть там уже и войска есть, и оружие есть, и самолеты есть. Все, что необходимо есть. Просто по какой-то причине все это пока сдерживается. По какой-то причине. Может, это внутреннее. Может, просто Запад не доверяет до конца. Я просто теряюсь в догадках. Запад не доверяет украинской власти. Понимаете? Не доверяет. Просто вот, ну, если говорит Трамп, что мы возьмем, например, Крым, вообще про него нужно забыть, то русскому или российскому вояке, который сидит, наемнику, бандиту, боевику, который сидит в окопе, он говорит, ну наш Путин всех переиграл. Так это эскалация идет, друзья. Путин уже на колени готов был стать при Байдене. Он уже умолял, бегал практически. При каждом удобном случае говорил. Надо договариваться, надо разговаривать. И снова опять как бы второе дыхание открывается у фашистской России. И все ради одного. Сохранения системы. Системы КГБ СССР, ФСБ. Понимаете? Они всю Россию уничтожат. Они всех русских, и россиян, и не русских, всех они уничтожат. Только чтобы их система сохранилась. Вот какая вот ситуация. Интересная. Вот какая вот интересная ситуация. А если сохраняется ФСБ, то ничего не поменяется. Все то же самое, как было в отношении чеченского народа. Да, украинцы похоронят там 100 тысяч, 200 тысяч своих, там 100, 200, 300 тысяч инвалидов будет. Не говоря уже, что весь миллион или сколько украинцев прошло на эту войну. Это уже другие люди. 3 дня вы будете на войне, и вы другой человек. Понимаете? Жизнь ничего не стоит на войне. Врага жизнь. И ты видишь, как людей просто на закон, и еще это поощряется медалями, вы убиваете людей, вам еще медали дают. Это все остается вот здесь, навсегда. И с войны не возвращаются, даже живые не возвращаются с войны. Они остаются там навсегда. А уже сколько лет украинцы воюют. Жаль, конечно, что так происходит. Жаль, что все так. Валейкум салам, друзья. Шалом алейкум, друзья. Я вас всех приветствую. Спасибо, что вы все есть, друзья. Спасибо, что вы все разных национальностей, разных религий, разных взглядов. И мы все едины в одном своем понимании. Мы на стороне добра и света, на стороне прав человека, на стороне справедливости. Спасибо, что вы есть все. Огромное вам спасибо. Валейкум салам, реалист. Приветствую вас всех. И то, что, знаете, я уже неоднократно это говорил, быть чеченцем не радикалом, не адекватным взглядах и налаживать с вами, с разными национальностями, каналы, мосты, это самое страшное, что для ФСБ является от чеченского народа. Они нас давным-давно купировали таким образом. Они нас ограничили. Они всем, когда нас в 44-м они отправляли на смерть под видом депортации, они там живущим казахам, другим народам говорили, к вам едут люди, которые едят детей. Понимаете? Это делалось, а нам говорили, что там вообще ужасные люди живут. Вот это самые страшные люди. И когда мы приехали, наши люди, которые умирали просто как от болезней, от голода, холода, тифа, который от голода появляется, эта болезнь, тиф, не видели у казахов, у других людей детей. И наши умирающие люди, бедные, голодные, оболганные, оборванные, жалели вот этих людей. Смотри, какие бедные люди, у них нет детей. А казахи и другие люди прятали своих детей, потому что боялись, что чеченцы съедят. И эту же политику варварскую, людоедскую, вот эту пропаганду Россия до сих пор повторяет.
Понимаете? И самое страшное для них увидеть чеченца с человеческим лицом другому окружению. Именно этим я пытаюсь заниматься, что вы увидели во мне человеческое лицо, то есть в моем народе. Понимаете? Вот такая вот интересная ситуация. Так, давайте дальше. Интересно, говорит Макрон, особенно когда признает Палестину, но не предлагает признать ЧРИ. Да, Шамиль, да. Ну, знаете, вот это признание Палестины, вот эта вся вот эта риторика, она рассчитана на то, чтобы, во-первых, Франция и большая империя, которая очень много оккупировала арабских, мусульманских, африканских стран. И проживает во Франции очень много мусульман. И это, знаете, такой пас. Никто никого признавать не будет. Это все болтовня. Не будут они признавать. Плюс, давайте скажем честно признаемся, что, например, я не буду говорить за там все арабские страны, это семиты, двоюродные братья тех же евреев, и из-за вот этого конфликта они сейчас друг друга начали ненавидеть, да, большого длинного конфликта, который не по вине арабов и не по вине евреев. Понимаете? Этот конфликт давно бы решился бы, если бы СССР и Запад решили бы этот конфликт. Они не хотели его решать. Каждый уперся. Ведь воевать же самим не приходится. Воюют другие, гибнут другие. А у обоих экзистенциальная угроза. Да? Ну, у евреев точно. У арабов еще не так. Но сейчас арабам есть где расселиться. Но тоже это их земля. Они там жили. Сотни лет, 1000 лет жили. Да? И евреи там жили еще раньше. Но и арабы там жили. И это еще раз, это двоюродные братья. И про мусульманский, исламский терроризм никто не говорил. Если вы не помните, то когда захватывали израильских спортсменов в Мюнхене, олимпийских спортсменов, и их убивали, тогда не кричали никакие «Аллаху Акбар» или так. Там были самые настоящие большевики, ленинцы, марксисты, коммунисты, Красный Октябрь, Сантос Шакал. Это, они не были мусульманами, которые выступали за Палестину и так далее. Но я не об этом. Я о том, что антисемитизм имеет глубокие корни здесь, в Европе. Давайте будем честными. Давайте будем честными и признаемся, что газовые камеры придумали не мусульмане и даже не арабы. Давайте будем честными. Давайте будем честными и в отношении Испании, которая антисемитская. Давайте будем честны в отношении Ирландии, которая, чтобы навредить Англии и всем тем, кто дружит с Англией, делает все возможное, чтобы навредить. Ну, такая вот ситуация. Просто здесь умные все и законом ограничены. Понимаете, за антисемитизм здесь наказывают. Очень жестко наказывают. И поэтому просто предпочитают молчать. Понимаете? И выходят арабы, которых здесь очень много, да? Очень много здесь арабов. И арабы выходят на митинги, видят им русская пропаганда, а арабы и русские друзья. У них их арабские средства массовой информации не сегодня, не вчера, уже десятилетиями инфильтрированы просто в КГБ и КГБ в арабские средства массовой информации. Им на арабском языке преподносят, смотрите, какие у евреев ужасные. И они уходят. А местные антисемиты, разные другие свои там цели преследуют. Точно так же, чтобы, и в том числе, чтобы лишний раз не провоцировать. Ведь Россия готовит теракты здесь, в Европе. Это же угроза еще не снята. Это все будет. Они к этому идут. Сейчас просто там заигрывание с Трампом, там какие-то свои еще какие-то дела. Здесь они действуют спокойно, их может быть не так спокойно, но они здесь огромное количество существуют. Давайте глубоко смотреть, давайте первопричину смотреть. И арабы, которым пропаганда
том числе через КГБ, давняя, которая огромные деньги вливает туда. А деньги в Советский Союз, а затем в Российскую Федерацию вливались отсюда, закупая нефть, газ, все остальное. Все как бы взаимосвязано получается. И вот арабы выходят на митинги, им пропаганда промывает мозги, им свои арабы ближе евреев. И они начинают выходить на митинги. А здешние их поддерживают. Да, ну как бы мы против, мы-то не антисемиты, мы-то не против евреев. А если были бы не против, запретили бы. Понимаете? Понимаете? Вот такая вот ситуация. И это все развивается вот в таком направлении. И этот конфликт, который сейчас, раз мы затронули, Израиль, этот конфликт, который начали ЧВК, российско-иранская ЧВК Хамас, спровоцировав как такой спусковой механизм, да, капсуль в патроне, выстрелила. Израиль ответил, жестко ответил. И много погибло мирных людей. И этот конфликт уже приобретает уже другие очертания, другие участники появляются в этом. Люди, которые никогда в Хамас не входили, их семью убили, он идет воевать. И евреи представляются там ужасными. Мерц говорит, какие ужасные евреи, никогда такого не было. И вот теперь Мерц высказал, как это так? И все это потом останется на совести евреев. Евреи, которые считают, что они за справедливость всегда, что они всегда правы, и правы, это их земля, и у них другой нет. Но сейчас они будут выставляться, ну, как все. А вы что же над арабами потом будут говорить, геноцид устроили? Не только же вон немцы делали над евреями, цыганами и там другими. Вот так это будет выглядеть. И евреи это должны понимать. Должны понимать, что, понимаете, друзья, то, что делаем сегодня, оно аукивается и через 100 лет, не говоря уже через 25-30 лет, это вообще не срок, когда новое поколение вырастет, и евреев, и арабов. Понимаете? А вообще распространяется информация, что все мусульмане виноваты в том, что вот сейчас с евреями происходит. И это русскоязычные евреи усиленно проталкивают. Это что это такое? Я какое отношение имею к этому? За то, что арабы вместе с русскими нас уничтожали? Арабы помогали, не только Европа, весь мир, в том числе арабы, и в том числе мусульманский мир, способствовали уничтожению чеченцев. Арабы делали так, чтобы нас представляли радикалами, исламистами, давали нам надежду, мы вам поможем, вы, братья мусульмане, джихад ведите. А все это был обман вместе с русскими против нас. И я виноват за то, что евреям не дают жить на своей земле. Да чеченцы не видели живого еврея в своих глазах. Там 90%, 95% чеченцев, особенно молодых. Ну, ничего плохого нам евреи не делали. И мы евреям не делали. Вот такие вот дела, друзья. Давайте дальше. Салам всем свободным людям, салам, брат Аслан. Главное, что сам народ признал Ичкерию. Салам, Эд. Да, совершенно верно. Ну, знаешь, Эд, когда вам говорят, что если ты признаешь Ичкерию, то ты экстремист, террорист, убийца там, и все остальное, то ты 100 раз подумаешь, понимаешь? Если тебя за это просто убивают, твоих родственников убивают, то ты думаешь, а может не надо мне это делать? Может не стоит? Понимаешь? В концлагерях, да? Скажи еврею ты, там, того времени, скажи, вот ты признаешь там, что там Израиль имеет право на свое государство, а нацисты, которых в газовых камерах убивают, это бандиты и фашисты. Он находится в концлагере. Скажет он такое? Скажет, нет, там, понимаете, он скажет. Так-то нацисты неплохие люди, у него другого выбора нет, просто, чтобы выжить.
И даже он будет в это верить, понимаете? Когда над тобой стоит там угроза, дамоклов меч висит, вы задумаетесь 100 раз, и потом эта мысль, эта ложная, обманчивая мысль, она как будто вы в нее верите. Потому что если вдруг тот, кто задает вопрос, не поверит вашему ответу, то у вас могут возникнуть проблемы, и вы делаете все, чтобы поверить. Валейк салам, Беслан. Так. Джагар Дудаев попереджав про потенційну передачу ядерної зброї Іранової. Алиф ТВ выпустил видео типа «Азербайджан поддерживает Израиль». Как поддерживает Израиль? Как это типа мусульмане, предатели, братья мусульман в Палестине, ФСБ хорошо работает. Эркин, все идет вот в том русле, которое мои зрители уже давно вы знаете. Я 2 года написал статью, мне недавно Facebook напомнил ее, где я рассказываю, что из нас готовят сектор газа. И любое действие, которое вы сейчас будете видеть, оно будет соответствовать этому, потому что мы угадали их направление. Мы раскусили, мы разгадали их направление, их действия. Понимаете? Сейчас нам рассказывает Патрушев, готовится вот эти хорошие или полухорошие, или недохорошие русские, рассказывают нам здесь, в Европе, находящие якобы оппозиционеры, ГБшные, рассказывают, что Путин готовится, Патрушев готовится к новой войне. Да, готовится. Только они говорят, он в Арктике готовится. Это такой отвлекающий маневр. С кем? С Америкой будут они воевать? Не будут они воевать с Америкой. Они готовятся к террористической войне против Азербайджана, Армении и США. И там существует, да, и уже сотни лет за Кавказ идет борьба 4 игроков. Нас, кавказцев, России, Ирана и Турции, и османов. Понимаете? И Америка новичок в этом деле, в нашем регионе. Ее будут терроризировать. А Америка же, она великая, ей не до нас. Подумаешь, там армян потерроризируют, азербайджанцев потерроризируют, потом всех чеченцев и ингушей уничтожим. Ну ничего страшного, но это потом будет. Новый президент будет, у них новые там проблемы, заботы будут. Америка же вновь великая, правильно? А что сейчас происходит? Ну так идет, знаете, когда запускаются какие-то процессы КГБ, американцы, англичане, французы, немцы, у них же есть эксперты, которые говорят на русском языке, которые глубинно знают Россию и там все остальное. И есть какая-то скрытая информация, правильно, которую шпионы дано приносят, там еще как-то появляется. Но они не вмешиваются в этот процесс. Они наблюдают. А зачем им вмешиваться? Что из этого будет происходить? Они же раскусили, у них же есть информация, что процесс идет. Им не нужно туда вмешиваться. Им нужно наблюдать и извлекать выгоду. Как сейчас происходит, например, в войне против Украины. Ведь можно же было войну в Украине уже давно остановить. Можно было. Можно было смести это украинское ГБшное руководство, поставить условия военным просто, вызвать Залужного. Смотри, вот у вас ГБшники, вот у нас списки, пусть все домой идут. Не надо расстреливать или на фронт идут. Почему нет? Это же у всех страна, правильно? Не только же простых украинцев это война. И ГБшных украинцев она тоже, эта страна. Вот все отходят, других ставим, или временное вам правительство. Без там кого-нибудь с европейских, там, с американских собрать. Вот вам будет правительство. Коррупции не будет. Вот Аяда и Дигова возьмите. Вот проверен временем. Никогда взяток не берет. Ничего, чисто, все как положено. Ну, условно говоря. Вот. И происходит такая ситуация. Запускается процесс, все наблюдают, что будет. Даже интересно, можно же свою выгоду извлечь. Зачем это все пресечь и потом самому это все разгребать? Лучше пусть все, процесс идет, а ты видишь выгоду. Извлекаешь оттуда выгоды себе.
Понимаете? И когда эта ситуация дойдет до ручки, а это русский план окончательное решение чеченского вопроса. Как у нацистов был план решения окончательно еврейского вопроса. Понимаете? Сектор Газа строится. Вот сейчас проспект или район, микрорайон Путина там строят. Понимаете? Ну, домов 30-40, наверное. Вот этих 10-этажных строится. Вот для чего они до сих пор не строили, и резко такой бум начался строительства. Ну, небольшой, конечно, относительно для Грозного. Но все грозненские дома, все, которые там много в осколках, оббиты пластмассовыми молдингами. Это вам центр показывают. Центр, где там вот эта мечеть стоит, вот это имени Кадырова. Ну, там подсветки там красиво, там и все. Ну и, конечно, резиденция Кадырова, вот это все, где эти бандиты российские проживают. Вот это вам показывают. А реально ситуация там отвратительнейшая. Чеченцы нищие. У чеченцев нет ничего, понимаете? Нищие, голодные, уставшие, выдохшиеся, запуганные. Вот в каком состоянии находятся. И вот пластмассовые, там, от осколков, уже такие дома старые, все, которые можно было не разрушать, сохранились, которые, где можно было немножко отреставрировать. Забили вот пластиковыми молдингами, и они стоят. И, знаете, такая бабушка какая-нибудь, да, когда накрасится сильно, видели, наверное, мятая вся, ну, такая яркая. Вот так приблизительно. Побитая жизнью барышня какая-нибудь. Вот какая вот ситуация. А сейчас начали резко строить дома. А что, раньше чеченцы там не жили? Причем строится очень быстро, возводится. Нарушениями всех строительных нормативов. Для чего делается? А делается для палестинских террористов, которых сейчас Израиль зажимает. Сейчас Израиль набирает 60 тысяч резервистов и собирается уже войти полностью. Понимаете? Нам показывают кусочек, там разрушено Газа, там районами они разрушены. Но Израиль не зашел туда. Он все не оккупировал. Надо же ножками заходить. А это война, это потери. Израиль не хочет туда заходить и терять людей. И вот сейчас быстренько готовятся дома, когда Израиль наберет 60 тысяч резервистов, всех своих соберет, войдет в сектор Газа. Будет кровопролитная война, много евреев погибнет, много арабов погибнет. А руководство, которое начало эту войну, которое спровоцировало 7 октября эту войну, оно будет вывезено на Кавказ, Дагестан, во временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерию, Ингушетию. Понимаете? И им строят дома. А дома, когда строят, не будут же говорить, мы для арабов строим, для террористов оттуда будем вывозить функционеров, вербовщиков. Это еще иранские, там есть свои каналы. Для этого строятся вот эти дома, чтобы их туда быстренько расселять. К 26 году должны уже закончить там сколько-то домов, там на 3000 квартир. Врут, что 33 тысячи там. Представьте себе, 33 тысячи квартир. Это сколько домов они должны понастроить. Но это потом будет. Это сейчас у них план такой. А сейчас заканчивать, достраивать там 2500-3 тысячи квартир. И усиленно как бы продаются. А у чеченцев нет возможности покупать эти квартиры. Богатые себе уже давно купили. А в этих там, кто-то купит. Но в основном это делается для арабских террористов, палестинских террористов. И все, кто кричал здесь там Free Palestine, вы все в этом в доле. Вы все. До единого, кто Free Palestine, там освободим, там вас использовали, некоторых неосознанно, кого-то осознанно, чтобы нам туда привести, потому что все увидели, смотрите, чеченцы выходят и поддерживают, и арабы тоже думают, у нас там есть место, где перекантоваться, а нам они не нужны, нам террористы не нужны, понимаете? 22 арабские страны, они везут их к нам. Зачем вы к нам их везете? С какой целью? Так это же не арабские люди, это ФСБшные люди. И они везут их для того, чтобы начать снова террор.
и затем довести чеченский народ, Чеченскую республику Ичкерия до ручки, и потом сказать, смотрите, это террористы, это убийцы, их нужно все кончать. И американцы, которые находятся в Зангезуре, будут находиться, и уже находятся. Они скажут, да, вы правы. А какой здесь кто-то там нам мешает? Как Трамп сказал, помните? Нужно всех выселить с сектора Газа, всех арабов. Не тех, кто террористы, там всех нужно выселить. Вот так же скажут и про чеченцев. Всех чеченцев нужно выселить, оставшихся. Найдут обоснования, террористы, бандиты. Запомните это. Если мы это допустим, чеченцы, а мы это уже знаем, что они к этому идут. И мы не должны это допустить. Понимаете? Мне часто говорят здесь, я ваши комментарии, друзья, почитаю. Мне часто говорят, вот ты там не мусульманин. Одни говорят, что я исламист, радикальный мусульманин. То есть уже просто мусульманином быть уже незаконно, получается. Мне Конституция Германии разрешает быть, а они мне запрещают это. А другие говорят, ты не мусульман, у тебя бороды нету, ты поддерживаешь Израиль, ты там это делаешь, ты там то делаешь. Вот сейчас ведется работа, большая, мощная работа ведется в Европе, чтобы не было вот этих всплеска арабских террористов, не дать им исламских, скажем прямо, исламистских, мусульманских, чтобы не дать им основания сказать, что вот Германия поддерживает Израиль, Франция поддерживает Израиль, поэтому говорят, надо признать Палестину, надо это признать и так далее. Никто ничего не признает, это все риторика. И все знают, что никто не признает. Вопрос решен сектором Газа. Как Трамп сказал тогда, это уже Трамп просто озвучил. Это уже тогда было решено. Понимаете? И все знают это. Все правители, все президенты, они все знают это. И понимая вот эту ситуацию, все пытаются утихомирить мусульман, объяснить им, подождите, никаких терактов не делайте, мы не поддерживаем Израиль, мы не поддерживаем вот эту ситуацию. Вот так все говорят. И появляются разные блогеры, которые начинают рассказывать о том, что они вчера изображали, я вам показывал, я делал видео отдельно, показывал людей, вот там есть там Муслим Сатуев есть, там еще один, там какой-то, ну такая вот эта вся грязь, просто ГБшная грязь просто. Вчера они изображали из себя, кто-то ичкерийца изображал, кто-то из себя там радикального исламиста изображал, радикального мусульманина такого ярого. А теперь они, задумайтесь, когда европейцы говорят, мы, чтобы за признание Палестины, мы все это 30, себя ответственности не снимают, все на евреев перекладывают. Ну, это их право, переложили, все. Не работает тема. И тогда появляются вот эти вчерашние исламисты, которые начинают сегодня рассказывать о том, что дядюшка Сэм сказал, то есть американцы, дядюшка Сэм это американец. Это такое известное выражение такое. Дядюшка, выражение не то, что я сейчас скажу, а то, что вот дядюшка Сэм обозначает, что это американец. Сказал, что хороший мусульманин, мертвый мусульманин. Никогда американцы этого не говорили. Никогда на государственном уровне. Там живут американцы, живут лучше, чем в других концах мира живут в Америке мусульмане. Потому что там свобода. Но эти люди начинают рассказывать от имени уже европейцев, рассказывают, что вот мы вас должны уничтожать. Потому что европейцы не говорят, что мы вас должны уничтожать. Европейцы не уничтожают мусульман. Европейцы не воюют с исламом. Америка не воюет с мусульманами и с исламом. Да, мы же правду говорим. Где критика, там критика. Оставить с людоедами чеченцев один на один и воевать конкретно там с мусульманами, это две разные вещи. Ты чеченцам ничего не должен, да, по большому счету. И поэтому ты их оставляешь. Тебе нефть, газ идет. А воевать непосредственно, убивать мусульман, у тебя в стране мусульмане живут. В твоей армии служат мусульмане. В твоей государственной власти мусульмане. И в Европе, и в Америке, и везде. И никогда такого не было. Это цивилизационная война. Это война в тупик. Это тупик. Это так не делается. Там были крестовые походы в прошлых веках. Поняли, что это бред собачий. И перестали это делать. Это вот
некоторые мусульмане еще просто не осознали, когда им русская пропаганда навязывает, они еще просто не осознали, что вести. И вот ведь я что хочу сказать. Ведется сейчас пропаганда, усиленно ведется пропаганда. И от имени европейцев и американцев люди сидят здесь, в Европе, и рассказывают, мы вас будем уничтожать, мы на вас бомбы будем скидывать. Понимаете? Значит, когда идет война против Ирака, Саддама Хусейна, например, и сбрасываются бомбы, американцы говорят, мы не воюем с исламом. На нашей стороне воюют мусульмане, тоже иракцы против Саддама Хусейна. Саддам Хусейн убивал курдов, травил газом, тоже мусульман. И мы, ну, это свои дела, там не речь про ислам. Там речь про бизнес, про деньги, про газ, нефть, там еще что-то. Но русским нужно, ФСБ нужно, чтобы это была цивилизационная война, война против ислама. И тогда простой мусульманин, он скажет, о, меня убивают, значит я что-то должен сделать. И ему внушат, и он пойдет сделает что-то против христиан, против евреев, еще против мусульман, которые не согласны с их взглядами. Вот к чему они начинают призывать здесь. И сейчас вот этот сектор газа, который строится на Кавказе, и та ситуация, которая сейчас здесь разворачивается, она открыта, ее все видят, и никто ее не останавливает. У меня вопрос, если вы борете немецкие спецслужбы, уважаемые, американские спецслужбы, и французские спецслужбы, и английские спецслужбы, какие еще здесь спецслужбы, Моссад, еврейский, вы, если реально боретесь за то, чтобы здесь, например, не было террора, убийств, там, терактов, так обратите внимание, люди от вашего имени сбрасывают бомбы на мусульман. Это они так заявляют. Геноцид совершают над мусульманами. Только за то, что они мусульмане. Что это как не провокации? Достаточно ведь одного просто террориста, которого, молодого пацана, которого в порыве ненависти, порыве эмоций, ответных агрессивных чувств, скажет, о, да, а и над ним работают, психологически ведет работу. Я неоднократно рассказывал, как спецслужбы ведут работы. В американских школах происходят шутинги. Это сами американцы проводят расследование и говорят, за этим стоят русская православная церковь. То есть ФСБ. Нету никакой русской православной церкви, нету никакого управления, духовного управления мусульман на России. Есть отделы ФСБ. Понимаете, что происходит? Если вы реально не хотите, Мерц заявляет, что мы там осуждаем там войну в Израиле, Палестине, там туда-сюда, другие говорят, Макрон говорит, все осуждают, они пытаются сгладить углы, а здесь прямо сидят на русском, на чеченском языках рассказывают от имени американцев, от имени европейцев. Где вы, спецслужбы, я вас хотел бы услышать. Почему вы не реагируете на эти вещи? Я понимаю, там надо от России там, и так далее. Но вот они здесь находятся. Здесь находятся. Причем они это заявляют, вот эти провокаторы. Открыто говорят, сидят обезьяны, там провоцируют. И ответ, когда кто-то там напишет комментарий, они бегут в полицию и говорят, вот нас мусульмане хотят побить, убить, там еще что-то сделать. Я еще раз призываю, все, кто реагирует на это вне рамков закона, вы соучастники того, что делает Россия против нас. ФСБ то, что делает. Если вы им хотя бы одним комментарием угрозу напишите, вы сделали то, что нужно ФСБ, то, что от вас добивалось ФСБ. Понимаете? Вот в какой ситуации мы находимся. И вот когда вот эта вся ситуация накручивается, мы оказываемся в ситуации, что ФСБ действует, проталкивает свою линию здесь. И потом здесь нам скажут, да вы же террористы, вы же исламисты. Понимаете? Вот какая тонкая грань. И за все это время я хочу сказать тем, кто мне постоянно писал, что я не мусульманин, что я там враг мусульман, и там, и сям. Я специально ждал и смотрел. В Турции сидят вот с такими бородами.
Просто борода в экран не помещается. В Европе сидят вот с такими бородами. Они все супер мусульмане. Тумсо Абдурахманов, у него бороду дернули, волосок, как у старика Хаттабыча. Он прибежал сюда из-за бороды. До того он, представьте, он даже из-за бороды спасся. Просто он дальше не смог терпеть. Хотя борода, она не обязательна в исламе. Ну вот он из-за нее даже бросил все, выехал сюда. Ну, агент ФСБ перебрался сюда. Билакиев ислам, Хасан Халитов, Али Бакаев, и братья Янгулбаевы, которые супер проповедники там, ислама там, и так далее. Вы где все? Почему я вас не увидел? Я специально ждал, пока вы отреагируете кто-нибудь. Другие есть пропагандисты, сидят там, про ислам нам рассказывают, про Палестину выходят, флаги поднимают. Так бомбу сбросить, геноцид всем мусульманам сделать, люди сидят, рассказывают. Почему же вы просто не написали заявление в полицию? Просто заявление написать в полицию, это составляет 15 минут делов. Просто взяли, переписали. И мне сейчас, когда я сделал этот видеоролик, мне начали чеченцы присылать, там много вырезают куски, присылают. Друзья, спасибо, что за активность, но надо одну вещь уточнить. Критика христианства, ислама, иудаизма, она не запрещена. Вы можете не соглашаться с какими-то текстами Корана. Если вы соглашаетесь с ним, то вы становитесь мусульманином. Если вы соглашаетесь с текстами в Библии, там, признаете их, то вы становитесь христианином. Поэтому критика или обсуждение, несогласие, это все нормально. Мы живем в свободной демократической стране. Нельзя унижать, нельзя оскорблять, нельзя угрожать. Вот что нельзя, вот нарушение закона. Вы мне присылаете видео, я просто смотрю, все накидали. Да, есть полезная там информация, но в основном вы что вы мне присылаете? Это просто сидит какой-то, вы знаете всех этих ГБшных пропагандистов, которые просто сидят и чушь несут. Это вообще ни о чем. Он имеет право такое говорить. Это законом не карается. Карается, если он грозится, всех мусульман обезьянами называет. Понимаете? Если он всех называет обезьяны, всех изгнать, христиан, если он говорит. Вот это наказывается. Это является нарушением закона. Поэтому, пожалуйста, тот, кто присылает мне, делайте то, что делаете. Правильно просто. Потому что я это все пересмотреть просто. Некоторые мне целиком присылают. Вы что, хотите, чтобы я по 2-3 часа сидел, опять их слушал, что ли? Это вообще-то вы должны были все сделать. Это же вы же говорили, что я не мусульманин, там, что я там такой-сякой. А вас не было никого все это время. Я долго ждал, смотрел. И мне не было, я просто наткнулся, смотрел, все, мне надоело. Я думаю, не оказалось здесь защитников. Евреев я защищаю, я враг мусульман становлюсь. Мусульман я защищаю, я враг всех остальных становлюсь. И радикальным исламистом становлюсь. И так далее, и так далее. Вот такая вот тяжелая у меня работа. Мы все спрятались. Да, вы все спрятались. Вы все спрятались. Но самое интересное, что люди, которые вот с такими бородами стоят, возьмите просто, видно, явно оскорбления идут. Специально идет провокация. Причем, если бы говорили бы, человек вышел там из ислама, отрекся от ислама и говорит, все, ненавижу всех мусульман. Причем он был вчера радикальным, по внешнему виду. А потом он всех мусульман не начал ненавидеть. Хорошо, ты, да, там, или чеченоговорящий какой-то там, или кто-то там ты. Представь с собой, зачем ты американцами прикрываешься? Зачем ты европейцами прикрываешься? Вчерашние антисемиты начали теперь становиться большими проеврейскими, чем евреи. Понимаете? И еврейские каналы русскоязычные, тоже без сомнения, или полезные идиоты, распространяют это все. А вчера они были матерыми антисемиты, и меня обвиняли за то, что еще до 7 октября, когда там Хамас обстреливал мирных людей Израиля, я там заступился, сказал, в месяц Рамадана, если ты называешь себя мусульманином, ты не можешь, мирный, не в месяц Рамадан ты не можешь, и
по мирным вообще, не комбатантам. Идет война, да, ты имеешь право на военного нападать. Есть закон такой. Но мирных людей ты не имеешь права ни в месяц Рамадан, ни не в месяц Рамадан. А в месяц Рамадан вообще тебе нельзя вот эти вещи делать. На меня столько хейта было. У меня там, это где-то 19-й год, по-моему, был, 20-й год, 21-й год, не помню. Ужас просто. Ужас, что творилось. Вот такие вот интересные вещи, друзья. Так, про Газу, про распад поговорили. Теперь проговорим про ФСБ взрывает Бостон. Знаете, в 2013 году ФСБ совершила террористический акт против Соединенных Штатов Америки. И на марафоне, спортивном марафоне в Бостоне был совершен теракт братьями Царнаевыми. И этот теракт повесили на нас. Я с этим в корне не согласен. Я не собираюсь это преступление ФСБ оставлять на имени чеченского народа. И я много писал об этом. Я вам сегодня только поверхностно скажу. Я не буду вдаваться в детали, потому что слишком много распространяться и выдавать секреты. Все, которые мы знаем, я не буду. Но в прошлом стриме, на позавчерашнем стриме, нас атаковали, когда мы начали говорить о том, кто стоит за терактом, и какие-то начали детали раскрывать этого. Наш канал атаковали, и вы помните, что у нас оборвался стрим, и я уже стрим с ТикТока загрузил потом в YouTube. Но немножко ваши комментарии сперва, друзья. Я не понимаю, почему фашистская Российская Федерация имеет право вето ООН. Какая должна быть процедура ФРФ выкинуть из ООН? Что Русня после капитуляции или распада вступила в ООН? Смотрите, процедура вступления в постоянный член. Есть процедура вступления в ООН, государства. Да, 5 постоянных членов Совета Безопасности имеют право вето, как мы знаем. И если любая из этих стран накладывает вето, ни одна страна не может стать членом ООН. И есть Ассамблея ООН, где проводятся, это все 197 государств, все вместе, и они голосуют. Но если 5 членов Совета Безопасности ООН накладывают вето, то даже голосование не проводится, потому что не имеют права выставлять. Это одно из условий. Это вообще ООН, это сделано вот для этой пятерки. Вот ООН это пятерки государств. Но и она справлялась. По идее, вот эта структура, система работала. И не было войн. Очень долго не было войн. И благодаря тому, что потом был создан в ответ на создание вот этих Советским Союзом вооруженных сил Варшавского договора, стран Варшавского договора, было создано НАТО в ответ. И благодаря НАТО нет войн в Европе. Мы знаем, что в Европе все время кто-то друг с другом воевал. Но сейчас не воюют, слава богу. И самой процедуры вступления в ООН есть, но нет вступления в эти 5 постоянных членов Совета Безопасности. Понимаете? Это все. Вот есть 5 и все. Не выйти оттуда нельзя, не войти туда нельзя. Понимаете? Просто по факту прекращения существования СССР Россия исчезает. Просто нету такой страны, как СССР. И должно остаться 4 страны. Китай, Франция, Великобритания и США. Но дело в том, что нарушая процедуру и сам устав ООН, вместо СССР, место, где вот сидел представитель СССР, там же он остался. Просто впереди табличка стала теперь не СССР, а РСФСР. Просто поменяли табличку впереди. Но везде все пишется как СССР. Понимаете? Это абсолютный нонсенс, это абсурд, это незаконно. Теперь вытащить оттуда Россию, с которой на протяжении всего этого срока велись договора, контракты, это разоружение ядерное, ну все. Ну это просто нереально. Нереально. Например, некоторые юристы предлагали такую процедуру. Не впускать Россию туда.
Просто их пропуск в здание ООН не впускать. Их пропуск аннулировать, их не впускать. Вот выход весь. Либо распускается вся система Организации Объединенных Наций и создается новая организация. Я полагаю, что об этом разговор был в начале, что вот мы будем, там, когда в Украине война только широкомасштабная началась. Потом опять затухло все, затихло и все, и тишина. Россия накладывает вето, Россия там сидит, там, ну и так далее, и так далее. Поэтому никакого права не имела там Российская Федерация находиться. Она находится. Так, друзья, я смотрю здесь комментарии. А я не знаю, наверное, ты знаешь, в любой американской военной базе обязано быть место для молитв евреям, мусульманам, христианам, буддистам. И выделяют время для молитвы в те дни, когда это надо. Да, я слышал это, я знаю. Ну, я как бы об этом слышал, сам лично не видел, конечно, как ты понимаешь. А так, да, абсолютно. Да. И это по-другому быть не может, понимаете? Уже давно люди переступили через черту вот эту, что там по разделениям, по религиозным признакам. Это все специально делается, чтобы стравливать. А Америка это сверхдержава, которая не может себе позволить развалиться вот из-за таких вещей. Римская империя развалилась из-за национального вопроса, как говорится. Это еще тяжелее, чем национальный вопрос. Поэтому, конечно, это не обсуждать. Но Россия пытается это делать. Хотя внутри у себя она постоянно там, вот там разные их командиры там рассказывают, что вот христиане, иудеев, правда, не любят категорически. Но сейчас мусульмане нужны для войны. Иудеев немного. Если бы их много было, бы их тоже для войны использовали бы. А так они им не нужны. Сейчас и враги Израиля, Америка, там все такое. Поэтому они только вот мусульман сейчас. А кто такие мусульмане, мы знаем, как они нас убивали, мы знаем, как они нас преследовали, знали. Говорят, звук у меня пропадает, да, друзья? По-моему, снова у нас атаки, видите, сейчас опять просмотры, зрители у нас упали очень сильно. Было 1000, больше, сейчас еще меньше стало. Вот такая вот у них работа ведется. Знаете, что хорошо? Что они ничего больше не могут сделать. Правда-то известна. Даже если мои зрители не увидят правду, все, кому нужно, компетентные товарищи, увидят и услышат эту правду. Понимаете? Так, спасибо, я услышал это. Сейчас я вниз перемотаю, посмотрю, что здесь. Россия является членом-учредителем ПРООН, и, следовательно, невозможно исключить его из этой организации. Да, Россия является одной из той страны, которая является учредителем ООН. Совершенно верно. Нужно просто создать новую организацию. Так, из этого теракта пострадали 2 казаха, кто жили вместе в квартире. Оба в тюрьме отсидели из-за ноутбука, который принадлежал этому Царнаеву. Попросил забрать, но его выкинули в мусор. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, знаете, они там в какой-то степени просто пытались прикрыть, может быть, своих друзей. А это уже наказуемо. Понимаете? Потому что бы мы ни говорили, Тамерлан Царнаев является преступником. Он совершил ужасный террористический акт. Абсолютно. Он не имел права этого делать. Ни при каких обстоятельствах он не имел это делать. Но над ним провели очень мощную работу. И давайте я в прошлом рассказал вам, постараюсь еще, как со звуком, скажите, звук норм. Ситуация была следующая. У Тамерлана Царнаева появился один армянский друг, Миша, который якобы был мусульманином. Он начал его
вербовать, он начал просто там, очень хороший его друг появился. Мусульманин, который очень много там про ислам ему рассказывал. И у мамы Тамерлана родственники находились в Дагестане, она аварка, она из Дагестана. Они никогда не жили в Чечне, Царнаева. И, как мы понимаем, они были продудаевские, продемократические, прочеченские. И так как младшего брата Тамерлана зовут Джахар. И они совершили, ну, они, Тамерлан и мама были подсажены на вот эту религиозную вот эту тему. Идет война, страшная война, геноцид чеченского народа идет. И это где-то 2009-2010 года. Уничтожение чеченского народа идет массово, уничтожение всех президентов, весь мир закрывает глаза. То, что делал и говорил Клинтон, я вам рассказывал. Затем было еще потом борьба с международным исламским терроризмом, там нападение в 2001 году на башни-близнецы в Нью-Йорке, на Пентагон, на другие здания. Начинается война против Афганистана, начинается война в Ираке. Страшная, абсолютно ненужная война, непонятная война, для чего она была развязана, для чего это все началось. Даже если Усама бен Ладен виноват в этих нападениях, в чем я сомневаюсь, хотя я считаю, может, он и виноват, он в этом причастен, но за ним, я уверен, стоят российские спецслужбы. И не только российские спецслужбы, я полагаю. И в итоге начинается эта ужасная война, Чечня истекает кровью, ну и просто ужас творится. И на Кавказе появляется вот это исламское подполье, которое исламское течение, где Дока Умаров в 2007 году слагает в себя полномочия президента Чеченской республики Ичкерия и становится лидером или главарем Имарата Кавказ. И если честно, когда я смотрел новости у Кавказ-центра, я читал, я знал, что Кавказ-центр ФСБ, ну как бы нам так это рассказывали, Кавказ-центр об этом рассказывал, что его не могут никак закрыть, представьте себе, никак не могли закрыть Кавказ-центр, что его сервера находятся где-то в Швеции, в Турции, ну, Швеция, Турция. В любом случае американцы имеют доступ. И мне казалось, что американцы прикрывают, дают какую-то свободу слова, помогают бороться, полностью не перекрывают кислород там, и так далее, потому что понимают, что мы правы. Вот такая в голове крутилась. И потом Дока объявил, что объявляет войну Америке, Израилю и Британии, по-моему. Турции не сказал почему-то. Даже, почему не сказал Турции, тоже страна НАТО, тоже демократическая страна. И вот это, мне кажется, был такой отправной точкой. И его вынудили это сказать для чего-то. Да? Ты скажи это, тебе придут бойцы, деньги пришлют, там еще что-то. А он молодой парень, абсолютно, кроме как воевать, не умеет ничего. Деньги нужны, солдаты нужны. Его борьба, вот, бороться против русской оккупации. Он это сказал. И сразу Имарат Кавказ был внесен в список террористических организаций, то есть вчерашний президент Ичкерии, который, слава богу, отстранился и ушел с этой должности, но все равно как бы представляет борцов. И у меня тогда первые подозрения начали закладываться. Что-то тут нечисто. Если американцам объявляют войну, то там точно американцы их не прикрывают, потому что, ну, мне так казалось, не знаю, как там все было. Но сам факт того, что чеченское сопротивление уже окончательно было превращено в такую террористическую организацию, которая враг Америки, Израиля и Великобритании. Но не Турции почему-то. Почему-то не Турция. И вот происходят вот эти все процессы, и в 2009-2010 году с этим Мишей знакомится Тамерлан Царнаев, они его начинают обрабатывать. У Тамерлана Царнаева есть дядя Руслан Царни, сокращенно от Царнаевы, Царни. Он женат на американке,
это американка, дочь одного известного американского человека. И происходит то, что эта демократическая семья, Руслан Царни, помогает чеченцам, где-то пытается помочь, ну, в силу своих возможностей. К тому времени они уже в разводе с этой дочерью американской, но какие-то контакты, еще какие-то связи есть. И, ну, и не думаю, что у него какие-то супер возможности помогать. Но сам факт, что Руслан Царни представляет угрозу. Я думаю, это атака не только против американцев, она против Руслана Царни. И вот контактов чеченцев с американцами, я так полагаю. Потому что сейчас против меня ведется такая же работа, такая же. И я сейчас все фиксирую, но это большая-большая такая сложная схема, которая ведется вокруг меня. Просто у меня есть уже опыт, как они, отслеживая и расследуя вот это все. Я еще участвовал в деле там одного там якобы попытки подрыва поезда Москва-Санкт-Петербург. И в этом деле такая же аналогичная ситуация. И тогда меня осенило просто, что одинаковые схемы против Мустафы Эдербиева, который тоже борец. Он связан с евреями, у него жена еврейка. И он искренний патриот чеченского народа, уже в годах взрослый мужчина. И вот такая вот ситуация здесь происходит. И меня просто тогда пришел к мысли, что это же стандартная схема, которая отрабатывается. Любой чеченец, который налаживает мосты с американцами, с евреями, с англичанами, становится автоматической угрозой для России. И российские спецслужбы не просто его уничтожают. Просто убить его этого недостаточно. Потому что если его убить, то если это там, помните, по Магнитскому, когда Браудли, у него был адвокат Магнитский, и они убили этого Магнитского за то, что он там юрист, этот Магнитский расследовал дела и выявил хищение, коррупцию и так далее. Они его убили в тюрьме. И тогда американцы, Браудли, я не думаю, Браудли, что это он один все справился, хотя в Америке закон работает. Был принят закон Магнитского, и Россия очень большие последствия понесла. Если же просто убить там кого-нибудь, меня, например, убить, ну, тот, кто меня убьет, даже если это будет какой-нибудь исламский радикал, которого они подошлют, или какой-нибудь там другой несчастный случай они сделают, но это немножко сложно, и автоматически становится ясно, человек, который был за Америку, поддерживал Израиль, поддерживал там Великобританию, поддерживал Запад, Германию, что этот человек является жертвой, и русские его хотят убить. И это останется везде, в интернете останется, в средствах массовой информации останется, это останется в голове. А им нужно дискредитировать, нужно представить меня исламистом, как они представили Руслана Царни, как они представили Мансура Эдербиева. Понимаете? Все, что говорит ФСБ, это оказалось правда, они так это представляют. Потому что если просто убить, значит, это ФСБ вдруг раскроется. Обычно здесь находят следы. Да? Много-много раз здесь очень хорошо работают следственные органы. Это опасно. Опасно, что может прокол произойти. А если это сделать так, что сделают, например, не убьют меня напрямую, а, например, уничтожат, например, мой двоюродный брат какой-нибудь, которого я никогда в жизни не видел или видел его ребенком. Руслан Царни тоже со своими племянниками не общался. Он жил отдельно, они жили отдельно и так далее. То я тогда дискредитируюсь. И тогда любой американец, который мне доверяет, или другой еврей, любой еврей, который мне доверяет, он скажет, ага, значит, у него внутри сидит это исламистское, он опасен. Потому что, видишь, в семье ведь это все было, значит, представь там. Мне кажется, это делается именно для этого. Не просто уничтожается человек, а уничтожается его окружение, его имя уничтожается, репутация. А потом уже можно уничтожать.
Потом уже можно уничтожать. После того, как ты уничтожил его репутацию, как ты убрал доверие от этого человека. И именно это была цель в первую очередь. Это очень страшный, коварный план, который был разработан. Именно вот про теракт в Бостоне. Дело в том, что они в 9-10 году начинают обрабатывать этого Тамерлана. Миша, вот этот армянин, мусульманин якобы, бывает у них в гостях. Мама Тамерлана очень полюбила этого мальчика. Они его там кормят, у них гостеприимство, чеченское, кавказское гостеприимство, всем известно. И она очень хорошо о нем отзывалась всегда, очень там восхищалась им и так далее. А у нее у самой родственники живут в Дагестане. И когда уже Миша их всех подсаживает на эту религиозную тему, волну, что все кафиры, все враги, что вот нас ждут рай, быстренько нужно умереть там и быстро попасть в рай, и там все у нас будет замечательно. Этот мир не для мусульман, а для там врагов там. Ну, короче, вот вся вот эта пропаганда, которая навязывается разными сектами и разными вербовщиками. И мама через своих родственников, которые постоянно на связи с Дагестаном, по телефону со своими родственниками, которые тоже полностью, я убежден, находятся под колпаком, прослушиваются все, что говорится на России, и делается полный анализ, все, что обсуждается, все детали, все, и фактически вся их семья оказывается в полном контроле. Под полным контролем. Отец семейства, отец Тамерлана, он не поддерживает эту, брат Руслана Царни, не поддерживает вот эту их идеологию, и у них начинаются конфликты в семье, что ты ничего не понимаешь, ты старый коммунист. Ну, обычно, что в чеченских семьях бывало часто. Ты ничего не понимаешь, ты старый коммунист, мы все знаем, ты там не знаешь, вот смотри, что нам Америка дала, что нам дает Запад, они помогают русским, ну и так далее. В принципе, отчасти говорят правду. В начале своего стрима как раз мы с доказательствами это приводили. Не безосновательно, скажем так, они говорят. Но они живут в Америке, получают в Америке гражданство, получают не гражданство, а получают образование, спортом занимаются. Все у них отлично, в принципе. И Америку врагами они не считают на тот момент. И в 2012 году мама Тамерлана Царнаева, на нее возбуждают уголовное дело по какой-то статье. И я полагаю, это была, может быть, подстава. Какое-то ей там мелкое уголовное дело ей возбуждают. И ей предлагают родственники вернуться в Дагестан. Она возвращается в Дагестан. До этого возвращается и папа их, который не находит контакта со своей семьей, разделились эти демократы, эти ваххабисты, они разделились, и папа возвращается в Дагестан. Он возвращается в Дагестан, Тамерлан остается в Америке, и в 2012 году ФСБ передает информацию ФБР о том, что Тамерлан является опасным террористом, экстремистом. И тогда ФБР устанавливает слежку за Тамерланом. И другой информации никакой не дают. Просто, что он опасный. Там какая-то неполная информация. И ФБР вызывает Тамерлана на допрос, допрашивает его, проводит с ним беседу. Ничего не выявляет, что для Америки... Он постоянно посещает Кавказ-центр сайт Тамерлан. Это известно. По IP-адресу русским это известно. Кавказ-центр абсолютно античеченский, абсолютно враждебный чеченскому народу. С первых дней после гибели Джохара Дудаева я считаю, что они нанесли колоссальный вред. Вот это средство массовой информации Кавказ-центр колоссальный вред нанесли чеченскому народу. Колоссальный. Кавказ-центр повинен в том, что чеченцы были выдворены
в Сирию, и там многие тысячи чеченцев погибли. Это кровь в том числе на Кавказ-центре. Начало Второй русско-чеченской войны, это тоже кровь на том числе на Кавказ-центре. И тем, кто-то умышленно, может быть, там был, я думаю, там все были умышленны. Неумышленных там, может быть, были, не будем сейчас говорить, потому что переобразование его проходило потихонечку. Потому что задача была не сотрудников ФСБ там держать, а нужно было держать людей, которые верили Удугову и делали это по-настоящему. Вот в таком случае она настоящий получался. Если же, конечно, там все ФСБ было бы, это быстро бы разоблачилось. Поэтому я думаю, что рядовые журналисты в начале, по крайней мере, могли быть, не могли быть, а скорее всего они не были ФСБшниками. Хотя этого мы не знаем. Но потом, в последующем, все это потом превращается в абсолютно ФСБшную, такую, абсолютно махровую, фашистскую такую, исламистскую пропаганду, которая чеченский народ привела к тому, где мы сейчас оказались. И сейчас мы боремся с этим, пытаемся разъяснить, объяснить. И тот же теракт в Бостоне, который происходил, в том числе на совести вот этих пропагандистов. Короче говоря, Тамерлана допрашивают, его отпускают, ничего не выявили. Затем эта же информация от ФСБ поступает в ЦРУ. ЦРУ устанавливает наблюдение за Тамерланом, тоже ничего не обнаруживает, тоже пишет, что мы ничего не нашли, никаких вопросов. Потом большое разбирательство в Сенате было, все руководство там ФБР и ЦРУ получило нагоняй, было снято, по-моему, снято, я сейчас деталей не могу сейчас сказать. И, короче, ФБР и ЦРУ выставили такими неумехами. После уже теракта это все было. До этого они проверили, посмотрели, ничего не обнаружили. Да, ребята поддерживают Чеченскую Республику, да, ребята там против России выступают, ну вот этот Тамерлан в частности. Но сказать, что они представляют угрозу для Соединенных Штатов, что это какой-то радикал-террорист, готовый что-то взорвать, не обнаружили. Психологи, умнейшие люди ФБР не обнаружили через 10 минут, 15 минут общения можно было у человека, который представляет угрозу, обнаружить. Хороший психолог, хороший следователь очень быстро распознает, что этот человек представляет угрозу. Не представлял он угрозу. И Тамерлану нужно поменять паспорт, российский паспорт у него. Мама, папа у него находятся в Дагестане. Он возвращается в Дагестан. Россия, которая и ФБР, и ЦРУ заявила о том, что этот человек радикал, спокойно разрешает ему вернуться в Дагестан. Дагестан в это время просто уже подполье практически полностью уничтожено. Идут инсинуации и манипуляции, как будто есть какое-то подполье. Какие-то отдельные, такие как Тамерлан, полезные товарищи, которых обманывают, в Дагестане, из других мест, находятся там, и они, вокруг, вот один человек, вокруг него там 10 ФСБшников, которые ярые такие воины Аллаха. Но жертва это все делается, чтобы он видео снимал, там, записывал, как мы боремся, там. Они убивают ментов, дагестанских ментов. И как будто идет какая-то подпольная такая борьба идет. Борьба там за освобождение Дагестана, за там установление халифата. Там. Ну вот все, что это мы видели, это все была инсинуация. Да, был Дока Умаров настоящий, вокруг которого было огромное количество такой же агентуры, КГБшной, ФСБшной. Были другие отдельные люди, вокруг которых тоже было. Но фактически все было полностью под контролем на тот период времени. Это 12-й год. 12-й год. То есть в 11-м его допрашивают, я ошибся, в 11-м допрашивают, в 12-м он прилетает в Дагестан. В начале года он прилетает в Дагестан. 2012 год. Джохар Дудаев убит в 1996 году. На тот момент, в 2012 году, замглаварем УФСБ Дагестана является Дмитрий Кечкин, который сегодня является главарем Чеченской Республики, во временно оккупированной Чеченской Республики, главарем ФСБ.
Он является замглаварем тогда Дагестана. И, конечно же, все это курирует. Мэром Махачкалы на тот момент является Саид Амиров, известный агент ФСБ, который просто тысячи людей убил. Тысячи дагестанцев на его руках. Кровь людей на его руках. Это матерый такой отморозок, убийца, на самого которого многократно покушались. И он находился, был мэром Махачкалы тогда. И у него были свои банды. Свои какие-то такие банды, которые изображали из себя там салафистов, ваххабистов там, и все вот это. И Тамерлан оказывается вот в этой среде. Два друга его, один из Канады, русский парень, мусульманин, который по зову сердца приезжает в Дагестан и хочет принять участие в борьбе. А идет тогда аськи такие были. Помните, вот эти, аська называлась. Я никогда ими не пользовался, но это называлось аська. Переписывались, общались через аську, такая тема была. И через аську они вербовали со всего мира людей, затягивали их туда, и, короче, вот велась работа. В апреле, до этого Кавказ-центр выпускает статью, где, оказывается, американцы платили дань, США платили дань халифату. Где-то какой-то корабль плыл, там какая-то выдуманная вообще фейковая история, где корабль плыл, все у меня сохранено, чтобы на всякий случай, я думаю, Кавказ-центр это все будет почищать. Вот это, я думаю, все в архивах останется, при желании ЦРУ и ФБР это все легко дойдет, и уже, наверное, нашло. Сообщают, что какие-то корабли американские шли, Кавказ-центр рассказывает об этой ситуации, где дань платили вот за проход кораблей, там какому-то там пирату заплатили кто-то там дань, короче. Это преподносится, что американцы платили дань халифату, короче. В 1996 году убит Джохар Дудаев, 22 апреля. 21 апреля убит Джохар Дудаев в 1996 году. В это же время в Дагестане погибает этот русский парень с Канады, который вместе с Тамерланом приехал туда, в Дагестан. Видимо, Тамерлан принимает участие в каких-то операциях, может быть, потому что это как бы неизвестно, но, вероятно, боевой опыт такой для убедительности он проходит, вероятно. Погибает его друг, вот этот русский парень с Канады. Потом еще один друг у него погибает. И 21 апреля на 16-ю годовщину гибели Джохара Дудаева Кавказ-центр выпускает статью про то, что американцы с фейковой фотографией, где голова Джохара Дудаева больше, тогда возможностей, как сейчас, искусственного интеллекта не было, и тогда это очень такая плохая работа получалась. Очевидно было, просто невооруженным глазом видно, что голова непропорционально большая у Джохара Дудаева, и плюс он еще смотрит и видит эту ракету, которая якобы на него летит. Стоит у машины Нивы, хотя все говорят, что Джохар Дудаев находился вдалеке от Нивы, там на расстоянии 15-20 метрах. У него был специальный шнур, где он отходил и разговаривал. Причем скорость ракеты, которая в него прилетела, она быстрее скорости звука, и он увидеть ее просто не мог. Услышать, увидеть он ее не мог. Понимаете? А он на нее как бы смотрит. Абсолютно фейковая фотография. И на 16-ю годовщину, хотя и так забрасывалась информация в чеченское общество, что американцы причастны к убийству Джохара Дудаева, лидера чеченского народа, который верил американцам, верил Западу. И как бы для чеченцев это воспринималось такое вероломство со стороны Запада, Америки и так далее. Хотя я никогда в это не верил, если честно. Я верил, что нас оставили один на один с людоедом. Но убивать нас американцам просто необходимости в этой не было. У русских было все возможности для нанесения таких ударов. До этого они и в Афганистане даже применяли ракеты по радиолокации. Ракету могли запустить, и она туда прилетала. И телефон, который использовался,
и перехват, биллинг вот этого, перехват самого этого звонка, он мог производиться спокойно и наземными, и воздушными. Все время над Чечней, над Ичкерией кружил вот этот разведчик, так называемый, чеченцы все помнят, этот гул, который постоянно так высоко, где-то высоко в небе стоял. Ну и еще они могли разворачивать вот эти свои, пеленговать, чтобы сигнал телефона Джохара Дудаева. Поэтому американцам не нужно было для этого. Но перед американцами показать, что у русских есть такая возможность. Еще более того, неоднократно покушение на Джохара уже совершалось русскими. Неудачные. Правда, рядом люди погибали, но Джохар чудом выживал. И в этот случай, как бы, это не первое было покушение. И это покушение происходит в день, когда Билл Клинтон прибывает в Москву и находится в Москве. Короче говоря, 16 лет никакой доказательной базы, ничего нет, но просто слух такой распускается. Мы и так знаем, что ни Америка, ни Запад нас не поддерживает. Ситуация вот находится вот в таком состоянии. Мы знаем, что все нас бросили, все на нас наплевали. Наши лидеры, тот же Зелимхан Яндарбиев, понимая, что Запад не помогает, что обманули, никакой демократии им не нужна, им нужна нефть, газ у русских, там разоружение атомное и так далее, пытается искать помощь у арабских стран. Мы же мусульмане и пытаемся искать. Он объездил эти арабские страны и сказал, что здесь мы должны им помогать. У них хуже, чем у нас ситуация. Представьте себе. И забыли про этих арабов и всех остальных вот этих, так называемый мусульманский мир. Его не существует, чтобы вы понимали. И как не существует христианского мира и всех других миров. Есть христиане, мусульмане, иудеи, буддисты. Миров не существует. У каждого есть свои интересы. Может, иудейский мир существует, потому что у них и религия, и национальность это вот одно. А у других его не существует. Огромное пространство, огромное количество течений разных, абсолютно враждебных друг другу и в исламе, и в христианстве, и в буддизме, и во всем остальном. Ну так, зафиксировать, чтобы. И через 16 лет после гибели Джохара Дудаева на странице Кавказ-центра выходит вот эта статья в 2012 году о том, что Джохара Дудаева убили американцы при помощи американского наведения, там ракет, там так, сяк, короче, все сделали абсолютно бездоказательно, фейковая фотография, ложь. Но в этот момент, когда убит его друг из Канады у Тамерлана, когда выходит эта статья, а он все время читал Кавказ-центр, и в материалах уголовного дела это есть, что он всегда читал Кавказ-центр, он был завербован этим Кавказ-центром, эта работа велась против него таким вот образом, появляется эта статья, и я уверен, она не случайна. И убийство, он сам, я так полагаю, находится в таком эмоционально поднятом состоянии, взвинченном состоянии. Его друга убивают, рассказывают, что американцы виноваты. И, видимо, вокруг него люди работают, вот эти пропагандисты, вербовщики, психологи, которые его подводят к тому, что смена фокуса врага России перемещается фокус на американцев. Что во всем виноваты американцы. У него брат Джохар, значит, они уважали, любили Джохара Дудаева, и ему объясняют, что это сделали американцы. Затем погибает его еще один друг. И в этой ситуации находящийся Тамерлан, где гибнут его друзья, он в какой-то странной ситуации там где-то везде там попадает, выживает. Его, видимо, ведут все время, потому что все контролировалось людьми вот этого мэра Махачкалы Саида Амирова. Полностью, ну, ФСБ, все контролировалось. Непосредственно Дмитрий Кечкин. Непосредственно там причастен Дмитрий Кечкин. И я сейчас скажу почему. После этого в конце 2012, в июле, по-моему, июне 2012 года,
Тамерлан экстренно выезжает. Он приехал поменять паспорт. Паспорт ему не дали поменять. Это, видимо, ФСБ сделать так, чтобы как будто с ними контакта не было. Но он со своим старым паспортом, со своими документами возвращается в Америку. И ФСБ, пограничники, это ФСБ, его спокойно выпускают. То есть уже обработанного, подготовленного, обученного изготовлять бомбы, полностью заряженного, мотивированного террориста, которого ФБР ранее за полгода, за год до этого допрашивало, ЦРУ допрашивало, ничего не выявило, что этот человек представляет угрозу. Две организации, ничего не, два психолога, специалисты не выявили ничего, что он представляет угрозу. Вот за этот полгода, год, то, что он находился в Дагестане, он полностью перевербовывается, переобразуется в другого человека. Ему объясняют, что враг США, и направляют его в Америку. И выпускают его спокойно. Зачем выпускать? За один комментарий, за одно слово тогда людей убивают просто. До сих пор убивают они сейчас. И в Дагестане, ну в Дагестане, не знаю, во время оккупации Чеченской республики Ичкерия, чеченец, любой. Вот вы видели, один спортсмен, там был, у него музыка Басаева, где-то там про Басаева, что ли, песня была, Муцраева, что ли, песня была, играла. Вот он сидел срок, пошел, отвоевал, там, ну, СВО, там, все, санкции жесткие получились. Вот такая вот в этой ситуации человек отправляется, он изготовляет бомбу, там к нему применяются, дальше его курируют, ведут. И он дружит с кем-то, общается. С ним один человек, один парень, который с ним был, которого ФБР застрелило при задержании. Ташаев или как-то его фамилия, сейчас не помню. Этот человек, его отец связан тоже с российскими властями, как мы потом узнали. Это приближенный Кадырова, его отец оказался. Как так получается, что если ты такой весь радикальный, а твой отец оказывается связан так? Ну, это может быть случайность. Поэтому происходят вот эти все события, и происходит террористический акт. Террористический акт проходит, и самое то, что дальше происходит, из этого превращают трагедию национального масштаба. Как делает российская пропаганда, как она пользуется, сейчас, правда, их немножко подзадавили, но тогда там спокойно, как у себя дома, Russia Today, все российские, и они сейчас там есть, просто они находятся сейчас, может быть, немножко под корягой. И вот это все складывается в одну ситуацию, где становится ясным, что человек без помощи ФСБ не мог бы вернуться. Вот эти события, статья в Кавказ-центре, случайно такая попадает. Вот по этим статьям Кавказ-центра вы можете просто посмотреть, отследить. Просто как это все делалось и как он велся. Как велась эта ситуация. После того, как ФБР начинает расследовать это все, ФБР, представители ФБР летят в Дагестан. В Дагестане они проводят проверки, и в этот момент, как только туда прилетают ФБРовцы, Саид Амиров, несменный, бессменный лидер и мэр Махачкалы, неоднократно покушавшийся, инвалид коляски инвалидной, который не может, позвоночник у него травмирован, его арестовывают. Арестовывают сперва за одно преступление, потом накидывают другое преступление, убийство следователя. А он следователя, ментов, это все он валил, это вообще, я в это верю легко. Но его не трогали, потому что валили они много ментов, обычно дагестанских ментов они много валили. И в итоге ему дают пожизненный срок, его прячут от ФБР. Понимаете? И тогда начинается самое интересное. Власть в Дагестане вместо Саида Эмирова становятся другие люди. Некий представитель, бывший министр Российской Федерации, федеральный министр Абдулатипов, вместе с Дмитрием Кечкиным начинают проверки по коррупционной составляющей. Не по терроризму, по убийствам, которые делал Саид Амиров, на котором тысячи трупов просто.
делают это по коррупции. А это значит, в российских реалиях, мы прекрасно это понимаем, это значит передел собственности. Ты все это забираешь, все, что они награбили, все они отжали там землю, отжали там бизнес, отжали там завод, фабрику, все это начинается переделом заниматься. И этим занимаются Дмитрий Кечкин и Абдулатипов, что наводит меня на мысль о том, что именно Дмитрий Кечкин и его начальник непосредственно снимают сливки после того, как удачно был проведен террористический акт в 2013 году в Бостоне. Кстати говоря, в апреле, как раз на годовщину убийства Россией Джохара Дудаева. Есть очень много деталей, которые имеются, переданы куда нужно. И всего я вам рассказать не могу, но все имеется, все есть и все передано. Я это говорю потому, что я неоднократно говорил, что Дмитрий Кечкин является соорганизатором теракта в Бостоне, то есть ФСБ, и за ним стоит Патрушев, потому что дело взрыва, попытки подрыва поезда Москва-Санкт-Петербург, подрыва поезда Сапсан, тогда я был адвокатом, как я уже неоднократно говорил, одного из участников этой группы обвиняемых. Тогда был президентом Дмитрий Анатольевич Медведев, и ему докладывал об этой операции лично Николай Патрушев. И дискредитация Руслана Царни, дискредитация всего чеченского народа, очень похожая схема по тому делу, в котором я участвовал еще тогда в Москве, по делу вот этого Мустафы Эдельбиева, который был дружен и родственен с евреями через свою супругу. И сейчас против меня ведется такая же работа. Я это неоднократно просто говорил, и многие просто не знают всех вещей, которые я знаю, которые мы тут расследуем. И чтобы понимали, что если меня обвинят в том, что я там исламист, что я враг Израиля, враг США, а я критикую США, и я имею право это, я делаю то, что мне разрешает моя совесть и Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. Я никогда не буду врагом США, если Америка не будет нас бомбить. Я это прямо говорю. Я никогда не буду врагом Израиля или Германии, если они не будут нас бомбить. Они никогда нас не бомбили и никогда не будут, я в этом убежден. Если сейчас сектор газа они там нам не создадут и не начнут потом окончательно решать чеченский вопрос. Поэтому вот эта ситуация, я вам объясняю, чтобы вы знали, уважаемые мои зрители, подписчики, друзья, соратники. За терактом в Бостоне стоит ФСБ. Чеченцы к этому отношения не имеют. Тамерлан стал инструментом. А Джохар Царнаев всего лишь послушный инструмент своего брата. У нас, у чеченцев, так общество устроено. Мы живем в состоянии войны более 300 лет. И младший брат, и старший брат, это как командир и рядовой. Приказы не обсуждаются. Сказал брат, даже доведено это до такого состояния, что обсуждать приказы брата, это считается трусостью, позором там, и так далее. И поэтому Тамерлан Царнаев Джохар Царнаев был просто слепым инструментом, которого просто с собой взял брат. И, к сожалению, вот они совершили этот ужасный теракт. Я приношу еще раз глубокие соболезнования и извинения от имени, за то, что он был чеченцем. Хотя он был ослеплен ненавистью к России, и Россией направлен против американцев. Приношу глубокие соболезнования американскому народу. Приношу извинения за то, что им оказался чеченец. Вы знаете, в какой ситуации он оказался, как это было, только что я рассказал хотя бы так поверхностно. И уверяю вас, что мы, чеченцы, будем вам лучшими и надежными союзниками и друзьями на Кавказе. И Азербайджану, и Армении, и Грузии.
И мы не собираемся ни с кем враждовать, даже с Россией, если она нас оставит в покое. Если она накажет виновных за убийство наших граждан и возместит тот ущерб, который нам она нанесла. Вот как-то так, друзья. Как-то так. Я вспомнил, такая книга была у Виктора Пелевина «Аль-ФСБ». Там все было, как Аслан рассказывает сейчас. Название точно не помню, про ФСБшников-исламистов. Дагестан с самого начала стал на сторону против. Да, совершенно верно, я не читал эту книгу, но я сейчас нахожу в этом же состоянии, что против меня работает. Я узнал, что мои родственники, которые я с детства знал, оказались стукачами ФСБ, они работают против меня. Меня пытаются представить, как будто я двуличен, обманываю и говорю неискренне, нечестно то, что я не могу сказать, что я святой человек, но все, что я говорю здесь перед вами на экране, это абсолютная правда. И никакого ни насилия, ни террора, ни фашизма, ни исламизма я не приветствую и никогда не приветствовал. Когда вот эта идеология ваххабизма нам завозилась, внедрялась, вы даже не представляете, насколько она была человечной, насколько она была доброй. Мои друзья, я учился в Санкт-Петербурге, я возвращался на каникулы в Чечню, в Ичкерию. Мои друзья, которые уже были заражены этой идеологией, были самые добрые люди на земле. И я курил сигарету, и они не приветствовали курение сигарет. А я специально зажигал в их компании, были даже постарше меня, это не приветствуется в чеченском обществе, я закуривал сигарету, и они из-за своего нрава, чтобы не сделать мне замечание, потому что вдруг, если они меня там этим обидят, вставали и отходили в сторону, потому что им было неудобно, что вот они находятся в обществе, где курят сигарету. И меня это завоевывало, это сердце. Ты думаешь, они могли мне сказать, отойди от нас, или не кури перед нами, еще что-то. Просто сигарету. Это была такая вербовка была мощная всего. Но потом это превратилось в какой-то сатанизм. Фашизм это потихоньку превратилось. Сейчас это уже абсолютно, мы видим, что это абсолютно фашистская идеология. Но тогда она была не такой. И я ее воспринимал тогда такой. И весь чеченский народ воспринимал. Мы были постгеноцидный народ, мы были травмированы, уставшие и брошены всем миром. И мы пытались как-то налаживать свою жизнь и как-то созидать. Но мы находились в очень тесных тисках ФСБ. Вот такая вот ситуация. И сейчас эта гибридная война продолжается. Вот тем же, что вот против нас сейчас рассказывают, вот сейчас там, что там ислам зло, там надо геноцид сделать, это все продолжение всего. И пока мы, чеченцы, сами не осознаем это, именно поэтому каждый день я трачу свое время. Я потерял всех, кого у меня были родственники, у меня нет ни одного родственника, с кем я поддерживаю отношения. У меня никого не осталось, все боятся, зашуганы, обмануты. И знаете, каждый человек, когда чувствует опасность, она очень серьезная для всех вокруг меня, они находят себе оправдание винить меня в том, что я делаю. Что я плохой, не они трусы. Но я принимаю это. Я знал, куда я становлюсь, на какой путь. И я не сверну с этого пути, пока я не очищу имя чеченского народа и не накажу виновных за геноцид и военные преступления против моего народа. Либо меня не станет. Но, знаете, я никогда не совершу ничего против мира, безопасности и каких-то фашистских, террористических вещей. Все будет Ичкерия. Ночик Амдинду. Адикюэль Машойль. Всего самого хорошего. До свидания, друзья.